берем. Поярков, например, он заходил в устье Амура и, можно сказать, что проходит до середины реки Амур, изучал Средний Амур, входил в контакт с местными народами, открыл, вот, можно сказать, что открыл именно Сахалин для России, это не Лисковой. Было много желающих, нужно было заплатить 10 тысяч рублей, по тем временам эта сумма вообще огромная, не то что большая. За разрешение, чтобы отвели землю там в районе реки Аха. Жена его, вдова, отказалась, у нее не было таких денег. Но Зотов, он был женат на одной из дочерей этого купца Иванова. Он смог доказать, что он наследник. И он уже как бы заплатил и имел право на отвод земли. Сейчас мы поднимемся, просто у нас тут такой обычай есть. Настоящий колокол у нас с рыболовецкого судна. Можно позвонить. Да. Как бы рында небольшая, но звук не такой. Сейчас. Ну, а эта пушка, она, конечно, не транспортного судна «Байкал». Ну, подобные пушки, наверное, только большего размера, потому что судно хоть и было транспортным, но оно было военным. Они были и на Байкале. Эта пушка была найдена на заливе Чаева в 1978 году. Она была замыта на берегу в песок, а потом постепенно как бы морская вода ее отмыла. Здесь вот, скорее всего, год отливки 1861 год. Еще в советское время писали в военный архив, они точно не указали, а сказали, что предположительно может шведская. Мы пытались найти в интернете как бы вот по этим символам, по короне, по надписи, но до сих пор мы не нашли. В то время оказалось, все заводы, мастерские, они все изображали короны, только разной формы. Ну, вот такой точно, как у нас, мы пока еще не нашли. Ну, пушка это уже закат дульнозарядного оружия, и буквально через 20 лет уже где-то появляются пушки уже вот современные договора. Это, можно сказать, вот уже одна из последних дульнозарядных пушек. Он был послан на Сахалин и где-то буквально 2-3 года прослужил офицером. Затем он женился на одной из дочерей, было дочерью купца Иванова. И после смерти Иванова он смог доказать, что именно он у нас является наследником. Но он занимался не только нефтью. Вообще офицеры в то время были очень грамотные люди. Поэтому вот эту вот карту он составил самолично. Он занимался, он был капитаном судна и перевозил не только груз, но и людей. Они даже у них как бы общество такое было, они закупали в Индии, в Китае чай, привозили, так сказать, в Владивосток. Еще вот документ о том, что вот реку Филипп Павлов, да? Какой документ? Это где описано? В каком документе? Такого документа нет, но есть воспоминания дочери Зотова, Зои Гамильтон. Ну, она вышла замуж потом и имела фамилию Гамильтон. Это книга, да, изданная? Ну, не книга, а Сахалинский вестник есть. И у нас был еще такой краевед Иван Панфилов. Вот эти вот, как бы, вот эта фотография, это он писал в архивы. И по архивам, как бы, вот, что приходили ответы ему. А Панфилов это где сейчас? Ну, уже давно, да, потому что это было 60-е годы где-то. Оно получилось так, что бурно стали тут нефть разведывать, а историю нефти никто не знал. Ну, знали что-то Зотов, а кто такой Зотов и что такое. Великолепная. В этом году только издали, на самом деле великолепнейшее издание. Я так и вижу. Еще никто никому не дарил. Это, наверное, первые, которые получают вот такие. Совсем недавно выпустили. Ой, какая И прелесть. вот здесь американские музеи, немецкие музеи. Поэтому вам дарим нашему музею за помощь, за рассказ.
Спасибо. Ой, спасибо вам огромное, прям великолепно. Какая И вам послание от нашего музея имени Ярославского. Они отправили свою, так сказать, Ага, так. славу и рассказ про себя. Ой, огромное большое спасибо. Собирайтесь, пожалуйста. Все, сделали? Ага. Там попрощались. А по доске какие варианты? Смотрите, мы вчера же с вами обговорили, да? Вы можете оставить, ну, в данный момент, потому что это не моя компетенция, это компетенция все-таки муниципалитета. Хорошо. Да, Все, поэтому давайте идем. я бы с удовольствием оставила здесь, как бы у нас здесь на хранении. Так, всего вам доброго, большое спасибо.